إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша тема аль-махаббату валь-иха. Любовь и братство, дорогие верующие, сегодня тема. Аль-махаббату валь-иха, любовь и братство, дорогие верующие. Мы сказали, баракаллаху фикум, и до этого говорили вам, объясняли вам то, что может нарушить эту любовь и братство. Но однако это должно быть аннакуна фи'лян ихванан мутахаббина. Мы должны быть в действительности, на реальности, но не на словах всего лишь, дорогие верующие. Юра хуббуна филлах, чтобы видели, Аллах Субхану ва Та'аля видел также, чтобы мусульмане видели, вокруг нас видели, дорогие верующие, нашу любовь ради Аллаха. Литаамулина ва тасаруфатина, где, чтобы видели? В нашем поведении, дорогие верующие, чтобы мы видели любовь ради Аллаха. В нашем поведении, в наших отношениях, дорогие верующие, чтобы мы видели. И много, дорогие верующие, наш шариат, пророк Мухаммад, саллаллаху саллям, показывал нам, объясняет нам, как нужно любить ради Аллаха. Фаякаулина аль-фадайль, посланник, саллаллаху саллям, показывал нам достоинство этого всего, как объединяет, как делается братство, посланник, саллаллаху саллям, объяснял нам. Расскажем, дорогие верующие, то, что увеличит нашу любовь ради Аллаха. Иншаллах. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху саллям, в хадисе: если человек полюбит какого-то брата мусульманина, пусть он сообщает своему брату мусульманину, что он его любит. Валлахи, братья, те, кто приходит на джумат, я их люблю ради Аллаха за ихний намаз. За ихний намаз, дорогие верующие, за ихнюю веру. Итак, дорогие верующие, посланник Аллаха сказал, пусть он сообщит ему: «Ухиббука филлах», я люблю тебя ради Аллаха. Дальше, «Ахаббака Аллаху аллади ахбабтана фи», человек скажет, пусть Аллах полюбит тебя, ради кого ты нас полюбил. Пусть Аллах полюбит тебя, ради кого ты нас полюбил. Любить надо ради Аллаха, ради молитвы, ради его покорности Аллаху Субхану ва Та'аля, не ради дуньи, дорогие верующие. «Лимада ля такуль ли ахих», почему ты не говоришь своему брату мусульманину? Альхамдулилля, когда ты полюбишь своего брата мусульманина, значит, у него тоже иман повысится за его праведные дела, дорогой верующий. Он увеличит дальше свои праведные деяния. Итак, посланник Аллаха сказал: «Ахбиргу аннака тухиббу филля», сообщи ему, что ты его любишь ради Аллаха, ради его стойкости на этой религии. Также из обязательств братства, что является, дорогие верующие? Аль-Хадия. Аль-Хадия, подарок своему брату мусульманину, это не значит, что ты ему делаешь возмездие за что-то. Нет. Это подарок имеется в внимании своему брату мусульманину. Волю без сива. Сделай подарок хоть маленьким сиваком. Маленьким сиваком сделай подарок, дорогой верующий. Ашдыргу би аннака тухиббу. Дай ему знать, что ты его любишь. Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху саллям. Приказывает он. Тахаббу. Сказал, то есть тахаббу, дарите подарки, он сказал. Тахаду, дарите подарки. Вы полюбите друг друга, он сказал, посланник, саллаллаху алейхи, тахаббу. И так дальше, что сделать так, чтобы мы были братьями, действительно, дорогие верующие? Если брат мусульманин сделал для тебя добра, благодари его, благодарность, ашукру лин-нас. Даже не мусульманина, если он сделал хорошее дело, благодари его, раздуй это хорошее дело, чтобы еще сделал хорошее дело. Раздуй. Если жена сделала доброе дело, сделай так, чтобы она еще хорошо сделала. Если муж сделал хорошее дело, принес финик, 2 финика, коробку. Альхамдулилля, что ты это делаешь? Раздувай, сестра. Раздувайте хорошее дело своих мужей. Не ищите недостатки. То, что он не смог сделать, не делайте, сестры, такого. Ты не делаешь свои обязанности, ты не исполняешь что-то другое, у других другое, у меня этого нет, я потеряла все свое время для тебя. Ла хауля ва ла куввата илля билля.
Зачем ты выходила замуж? Замужество – это отношения. Отношения нуждаются в терпении. А терпение посланник Аллаха сказал, что? Объясняя нам. Это половина нашей веры. Терпение – половина веры. Как может она приобрести счастье, когда у нее нет терпения? Итак, дорогие верующие, ты признай за его достоинство и за его благо. Это сестра, которая начинает, как говорится, копать своих мужей. И мужа. Мужей вышла замуж недовольна. Второй раз выходит замуж недовольна. Третий раз недовольна. Успокойся, сестра. Успокойся. Довольствуй тем, чем есть. Если ты не довольствуешься тем, чем есть, Аллах заберет то, что есть у тебя. И так, как говорится, остаются возле старой корыты потом. Разбитой старой корыты. Потом звонит шейху, что-то я несчастливая. Почему? Потому что у тебя нет терпения. Ты не научилась терпеть этот мир испытаний. Этот мир не является раем. Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман лам яшкурун нас, лам яшкуру Аллах». Тот, кто не благодарит людей, мужа, жену, детей своих, родителей своих, друзей своих, братьев, тот, кто не благодарит, тот не благодарит Аллаха. Представляете, не мусульман тоже нужно благодарить. Нужно за доброе дело, чтобы они еще сделали доброе дело. Итак, посланник Аллаха сказал, «Ман суни'а лаху ма'руфун факаля ли сахиби». Если тебе доброе сделал человек, скажи ему, «Джазак Аллаху хайран». Это мусульманин. Да воздаст тебе Аллах благо. Факаля факад аблага фистанаи. Посланник Аллаха в хадисе сахихе сказал, достаточно. Достаточно, он сказал, что он сделал возмездие за его доброе дело, этот мусульманин. Если он сказал ему «Джазак Аллаху хайран», а что, дальше что, подлизываться должен? Слишком хвалить его? Нет, не должен, не обязан. Ты испортишь человека, если слишком много будешь хвалить. И также укрепляющее братство, делающее любовь ради Аллаха, что еще? Ас-сана валь-мадх. Человека хвалить за его хорошее дело. Благодарить одно, а теперь хвалить за доброе, хорошее дело. Фи ваджхихи, его в лико прямо. Его в лико, его в лицо ты говоришь, его хвалишь. Мы сказали один раз, нельзя хвалить, да, чрезмерствовать нельзя. А тут почему можно хвалить? Потому что ты, если знаешь этого человека, что он стойкий, что он не испортится, он не станет высокомерным, он не станет тираном, тогда что ты говоришь ему? Ты если не испортишь его, как пророк Мухаммад сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, Ли-Ашадж Абдул Кайс, он ему сказал, «Инна фика хаслатайни юхиббухум Аллаху ва Расула». У тебя есть два качества, которые любит Аллах и его посланник. Представляете, пророк говорит ему прямо в лицо. Аллах любит твои два качества и его посланника. Итак, другого посланника Аллаха похвалил из подвижников. Как? Кого похвалил? Абу Бакра. И сказал им посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, «Архаму уммати би уммати Абу Бакр». Самый проявляющий милость в моей общине, это кто? Абу Бакр, он сказал. Из моей общины самый проявляющий милость, это кто? Абу Бакр, милующий. «Вашаддум Умар я'ни фиддин». Самый стойкий в религии, Умар бин Хаттаб, он говорит, прямо в лицо. «Вастакум хаян Усман». Самый правдивый в своей скромности, кто сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям? Усман бин Аффан. И так дальше. «Вастакум хаян Усман, ва'аламухум бил халяли валь харами». Муаз. Самый знаток халяли и харами Муаз, сказал посланник, ради Аллаху анху. «Ва'афрадухум Зайдан». Самый, кто разбирается в вопросах о наследствах, Зайд. Он дает знать нам, какие специалисты по каким делам. Итак, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, зная их недостоинство, сказал перед ними, перед людьми, чтобы люди знали, у кого что надо брать, дорогие верующие. Это является нормальная хвала. И человека радует, будучи он живым. Посланник Аллаха обрадовал их. Также ат-табассум. Как сделать братство, дорогие верующие? Улыбка. Улыбка своему брату мусульманину, чтобы мусульманин почувствовал твое братство. Улыбку сделал перед своим братом. Ядуллю аля салахиль кальби. Показывающий свое сердце. Ты показываешь своим сердцем, что у тебя чистое сердце, дорогой верующий.
Чистота сердца это обязательно. Не держи недовольство мусульманам. Итак, валяйся табассума тамасия. Не делай улыбку крокодила, не делай улыбку лицемером. Если у тебя улыбка нечистая, лучше не улыбайся. Кала саллаллаху алейхи посланник Аллаха сказал: табассуму аля ваджи ахика садака. Улыбка своему брату мусульманину это является милостыней. И как в Европе, в Норвегии тоже говорят люди, местные, не мусульмане. Позитивная улыбка тебе дает зарядку на день. Позитивная улыбка дает тебе зарядку на день. Да, на день дает. И это в исламе у нас есть. У нас есть в исламе много чего, дорогие верующие. Зачем нам Запад, когда у нас есть ислам? Садака, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты же обрадуешься, когда ты дашь садака человеку. Обрадуешься? Альхамдулилля, это садака, улыбка своему брату мусульманину. И также посланник Аллаха сказал, что увеличит наше братство, дорогие верующие. Распространяйте салам. Афшу салама байнакум, он сказал, распространяйте между вами салам, чтобы вы полюбили. Брат уехал, сестра уехала, салам алейкум. Даже на праздник не поздравляет. Даже на праздник не поздравляют некоторые люди. Забывают о своих братьях и сестрах. Как можешь забывать своих братьев и сестер? Баракаллаху фикум. Это является братство. Ассалам соединяет братство, делает любовь, дорогие верующие. Итак, وَقَدْ تَعَوَّدَ كَثِيرٌ مِنْ أَبْنَاءِ وَالْبَنَاتِ. Многие братья и сестры, подростковое поколение, многие, когда заходит в торговый центр, забывает салам, забывает дуа, забывает дуня и ахир. Дуня и ахир. Последнюю копейку некоторые оставляют. До такой степени причуды у них, что они больные шопингом. Больные чем? Шопингом. Когда заходят на базар, на торговый центр, больные люди становятся. Проснитесь, дорогие верующие, скажите салам, дуа, чтобы вас оберегали. Не говоря уже других больших проблем у мусульман. Итак, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, посланник Аллаха сказал: «Аля адуллюкум аля шайин ида фаальтуму тахабабтум». Указать ли вам на то, что если вы это сделаете, вы полюбите ради Аллаха? Он сказал: «Афшу салама байнакум». Распространяйте салам между собой. Ассаламу алейкум. Имеется в виду, ассалам это мир. Имя Аллаха ассалам. От него вам мира. От него вам мира. От кого происходит мир? Ассаламу алейкум. Вы говорите ва алейкум ассалам. Также что сделает так, чтобы было между нами братство? Ад-дуа безахрил гайб. Делаешь дуа за своего брата мусульманина, за его спиной. Не говоришь ему, а делаешь за его спиной дуа за своего брата мусульманина, чтобы была любовь ради Аллаха. Это карама. Аллах дарует дар лиддаин тем, кто делает дуа за своего брата мусульманина, за своих братьев мусульман. Если ты делаешь дуа, вот дуа безахрил гайб мин азри алямати хубби филля. Ты действительно доказываешь Аллаху, что ты любишь своего брата мусульманина. Делайте дуа за своих братьев, дорогие верующие, за их спинами. Ад-дуа бихудур лимад'у илаху тайибу ла ба'са бих. Если перед своим братом мусульманином ты делаешь дуа, можно, не проблема. Главное, чтобы не было там лицемерия, показухи не было. Но иногда, иногда бывает лицемерие, показуха. Остерегайтесь лицемерия, показухи. Когда ты делаешь дуа в суджуди, и он, твой брат, не знает только Аллах субхану ва тааля, это является искреннее братство. И приходит ангел и говорит: это радостная весть, если ты такие дуа делаешь за своего брата мусульманина. Хадиси сахия муслими. Не разговаривайте, дети, разойдитесь. Дети, разойдитесь. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, если кто-то делает дуа за своего брата мусульманина, за его спиной, приходит ангел муаккаль, малакаль муаккаль, и говорит ему, когда он делает суджуд дуа, тайно делает дуа, Аллахумма амин, он говорит, валяка бимитли, Аллах, ответь ему, и тебе такое же, подобие такому же. То есть твоему брату будет такое же, и тебе тоже будет такое же. Ангел просит за тебя.
ومن أسباب زيادة الحب, что сделать так, чтобы увеличилась твоя вера? الذب عن الرد. Когда ты хочешь увеличить свою веру, сделай так, чтобы защищать своего брата мусульманина. Даб, защищай его честь, его имущество. Если он вышел на пути Аллаха, защищай его семью, обеспечь его семью, помоги ему, баракаллаху фикум. Итак, даббу ан ирди фи гайбати. Когда он отсутствует, делай дуа за своего брата мусульманина, защищай его также. Защищай. Я ты шахсун фасик, один нечестивец приходит и начинает рассказывать. И еще такие люди бывают. Мутасарри, быстро решение делает. Этот муртад, или этот кафир, или мунафик, или фасик, или вор, или такой, сякой. Быстро решение к себе сделал. Откуда ты узнал? Еще не было следствий. Еще не было следствия шариатской. Как ты решил такое? Итак, дорогой верующий, мутасарри, этих людей и обманывает шайтан и также другие. Тот, кто спешит решениями, он уже поставил на него, как говорится, крест поставил, кто он такой. Как он имеет право поставить крест? Или знак, мы скажем, да, не крест. Что он такой-то, такой-то является. Нет, валлахи. И эти люди некоторые из-за зависти делают. Некоторые делают такое, чтобы, распространяя про своего брата мусульманина, слухи пускают, сомнения пускают, чтобы мусульмане сомневались в этом человеке. Уанта бариды шура, ты стоишь, слушаешь холодными чувствами. Не опровергаешь его, не останавливаешь его. Дуб анирди, защити его честь мусульмане, если ты хочешь, чтобы твой иман поднялся, но не отпустился. Твой иман понижается, когда ты слушаешь того, кто говорит про твоего брата мусульманина. Итак, но если он начинает чрезмерствовать, попробуй, попроси довода на том, чем он говорит, о том, чем он говорит о своем брате мусульманина. Приведи довод, доказательство, иначе ты лжец. Просто скажи, приведи довод. Если нету довода, значит ты являешься клеветником. А клеветник это еще больше гибата. Итак, дорогой верующий, мы сегодня сильно нуждаемся, чтобы защищали людей, тех, кто порицает порицаемое, призывает одобряемому. Тех, кто призывает к Аллаху Субхану ва Тааля, дорогие верующие, надо их защищать. Хатта табка фи суратихим байда татааллаку бихал кулуб, чтобы эти призывающие люди у людей были чистыми людьми. То есть чистая честь их, чистая участь, чтобы люди легко призывая, этот человек, когда призывая, легко его слушали, подчинялись то, что говорит Аллах, его посланник. Фатакуна сабин лихтида, это будет что? Другие заблудшие люди, из-за этого человека становится на истине путь. Защити его честь и участь, дорогой верующий. Тогда эта община будет в благом. Дорогие верующие, астагфируллах ли ва лакум, баракаллаху ли ва лакум фил Кур'ане ва сунна. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, аль-масаиль лати кульна, только что мы говорили темы, до этого тоже мы рассказывали в наших проповедях, что нарушает братство. Масаиль лати кульна фи масаиль муайяна аля зиядати махабба. Как увеличить наше братство? И ты заметишь, как у тебя увеличивается иман. Добрые дела увеличивают иман, а это самое лучшее после таухида. Науду маратан ухра, опять, как говорится, поднимем тему, то, что нарушает наше братство. Муфсидат, кафратуль хадиси аниддат. Если человек любит слишком много рассказывать о себе, другие его посчитают глупым. Интеллектуальные люди, знающие люди, его посчитают глупым, если он слишком рассказывает о себе. Да, пророк Юсуф сказал о себе, давай знать, кто он такой. Он сказал, я знающий, я опытный по этой части экономики. Можно сказать, какая у него биография, где он учился? Конечно, можно. И так дальше. Фаальту
я сделал такое-то, такое-то, такое-то. Не надо слишком много рассказывать о себе. Один раз хватит. Вот это я пришел, сделал, я это сделал. Не надо рассказывать. И он показывает, что он является учителем для всех. Зачем? Кто тебя просит этого? Он показывает, что он является руководителем для всех. Да ты не являешься руководителем для всех. Ты, быть может, самый худший. Ты, быть может, предатель. Ты, может быть, дезертир. Быть может. Он начинает рассказывать, потому что у него камера. И люди его слушают. А сегодня обманывать людей очень легко. Посланник Аллаха сказал: «Инна миналь баяни ла сихрун». Из красоты речи что является? Часть колдовства. А сегодня людей обманывают, когда много просмотров. Как мы сказали, были пророки, за ним никто не следовал. Пророки, за ним никто не следовал. Были 1-2 человека следуют. Пророки. Это не значит, если сегодня много просмотров у людей, что они на истине. Нет, не это баракаллаху фикум. Если люди публичные, это не значит, что они на истине. Сколько пророков было, мы не знаем их имен. Мы не знаем их имен. Мы можем знаем каких-то артистов, разных людей, имена знаем. Музыкантов имена знаем. Футболистов имена знаем. Но пророков имена не знаем. Даже перечисленные в Коране. Это не значит, что они лучше, чем пророки, алейхиссалату вассалам. Или праведники. Итак, дорогие верующие, юсафью арау ля-ахарин. И начинает человек рассказывать о себе, считает других ниже, их мнение ниже, чем свое. Это нарушает братство все. И показывает он людям, что он является человек блага, делающий благо, достоинство человека. Показывает он на делах, а знает люди же на делах. Он, этот человек, если так себя ведет, что он показывает? Он показывает людям, интеллигентным людям, знающим, ученым, что он не является таким. Знающим, интеллигентным людям, он показывает, что он является глупцом. Дорогие верующие, как решить эту проблему, то, что нарушает братство? И некоторые проявляют халатность в этом вопросе. Обязательно мы должны вернуться куда? Взять шариатские причины, чтобы убрать то, что нарушает наше братство. То, что нарушает братство, рассказывали мы в прошлых проповедях. Также холодные отношения, которые между мусульманами, нужно убрать, дорогие верующие, чтобы было братство. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи в хадисе: каждый человек ошибается, и лучший из тех, кто ошибается, является те, кто кается к Аллаху субхану ва тааля. Да, из-за этих ошибок сколько людей разделилось? Из-за ошибок, из-за упущений, из-за, как говорится, халатности в отношениях. Ваджиб, что теперь? У человека бывает множество вражды. С несколькими людьми проявил он вражду. Нужно восстановить, попросить прощения. Если нужно, попросить публично. Если он сделал это публично. Если он сделал это тайно, попроси прощения. Должен вернуться, раскаяться. Если человек кается, возвращает права людей, это не унижает его достоинство, наоборот, человека возвышает, дорогие верующие, покаяние. Это на самом-то деле мы видим правдивого человека, если он, этот правдивый человек, делает правильное покаяние ради Аллаха, просит прощения у людей ради Аллаха, кого он, как говорится, задел, быть может, задел, или кого-то убил, избежал и скрылся, признает он, восстанавливает он, как говорится, да, 100 верблюдов, делает возмещение, просит прощения у людей. Теперь дальше, дорогие верующие. Мы должны чувствовать чистоту наших сердец, дорогие верующие. Посланник Аллаха, саллаллаху, об этом нас учил. Посланник Аллаха что сказал, когда человек, один из подвижников был такой, праведный сподвижник, его звали Абдулла бин Амар. Он сказал, он является обитателем
То есть в хадисе говорится, ан сахаби радиллаху анху, аннаху мин ахли джанна, посланник Аллаха сказал, он является обитателем рая. И так дальше. Фаракабу Абдулла бин Амр. Абдулла бин Амр услышал это слово и начал наблюдать за этим сподвижником. Когда он услышал это слово посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, что обитатели рая, он начал следить за ним. И до такой степени попросил у него остаться на 3 дня гостеприимства, у него остаться. В сунне берется 3 дня гостеприимства, видите, довод. Итак, он остался у него. Он не видел у него больше то, что, чем он делает и другие сподвижники. Не было у него много постов и не было много молитв тоже. Не было. Обычный человек, обычный сподвижник, радиллаху анху. И он увидел, что он засыпает обычно, как и все, делает обычно все. Спросил его, что ты делаешь, то, что мы не делаем. И посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, что ты являешься обитателем рая. Субханаллах. И он сказал, до того, как лечь на кровать, заснуть имеется в виду, он говорил, я прощаю всех. Я прощаю всех своих мусульман, своих братьев и братьев. Прощает. Иннани анама кулу лайли ва лайса фи кальби аля муслими шейун. У меня нету злобы, ненависти к мусульманам. Я прощаю всех, говорит, до того, как заснуть. Это у меня, субханаллах, чистым сердцем засыпает, чистым сердцем просыпается человек, и посланник Аллаха сказал ему, будет рай за это. Итак, дорогой верующий, не разрешается мусульманину прерывать отношения между мусульман ради мирских вопросов больше 3 дней. Ради мирских вопросов больше 3 дней, кроме как ради религии. Можно, посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, прерывал ради религии месяц, 2 месяца и больше прерывал, пока люди не сделают покаяние. Также можно прерывать отношения с кем фасиком, чтобы он сделал тоубу. Но если он ухудшает его положение, фасик, нечестивец, большой грешник, если он не уступает, если не кается, он ухудшает его состояние, нет, верни отношения с ним заново. Восстанови отношения, чтобы он не испортился, хуже, чтобы не было. Или также бидатчик, нововведенец. Если ухудшается его положение, верни отношения с ним, наоборот, восстанови. Но если бойкотом бидатчика, фасика, ты можешь исправить, общество может исправить, тогда исправляйте таким образом один из методов, баракаллаху фикум, чтобы исправить нововведенцев, чтобы исправить нечестивцев. Баракаллаху фикум, прошу Аллаха субхану ва та'аля, дорогие верующие, чтобы Аллах нас вернул лоно братства, истинное братство, которое нам говорит Аллах его посланник. Просим Аллаха субхану ва та'аля, дорогие верующие, чтобы Аллах открыл наши сердца к знаниям ислама. Просим Аллаха субхану ва та'аля, дорогие верующие, чтобы Аллах нас простил, чтобы Аллах нас помиловал, чтобы Аллах нас сделал искренними братьями на одном исламе, дорогие верующие. Просим Аллаха субхану ва та'аля, дорогие верующие, чтобы Аллах сделал нас обитателем рая Фирдаусуль А'ля, дорогие верующие, вместе с пророком, вместе с подвижниками, дорогие верующие. Прошу Аллаха субхану ва та'аля, чтобы Аллах помиловал наших погибших, наших умерших, наших усопших, дорогие верующие, чтобы Аллах простил наших родителей, чтобы Аллах повел на истинный путь наши сбившиеся пути. Прошу Аллаха, дорогие верующие, чтобы Аллах даровал нам благо этого мира, также ахирата. Аллахума амин. Аллахума раббана атина фид дуня хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар. Инна Аллаха ва малаикатуху юсаллуна аля набiyyi ва алладhina аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Анта акимис салат.